Признавайтесь, хотя бы раз в своей жизни вы хотели бы побывать в космосе, а может быть даже стать космонавтом. В этом году мы отмечаем 60-летний юбилей первого полета человека в космос. Как подойти к этой знаменательной дате оригинально? В подростковом клубе «Юность» объединение клубов для детей, подростков и молодежи «Диалог» города Уфы проходит квест, посвященный Дню космонавтики. Участвует 7 команд по 5 человек из подростковых клубов «Северный», «Радуга», «Умелые руки», «Факел», «Гренада», «Рекорд», «Виктория». В каждой из команд есть свой капитан, который ведет ее. Даш, как ты думаешь, почему важен этот квест? Подрастающее поколение может больше узнать о самом празднике День космонавтики. И, в принципе, узнать немного историю своей страны и того, что в ней происходило раньше. Как создавались задания к этому квесту? Создавались эти задания мозговым штурмом, то есть мы все вместе собрались и обсуждали, как можно сделать это все интереснее, чтобы гостям понравилось у нас в клубе. Квест состоит из 7 станций, где нужно проявить внимательность, сноровку, находчивость, эрудированность по астрономии, географии, физике, истории и окружающему миру. Где-то пройти викторину, ответить на вопросы, узнать космонавта, а где-то вам покажут оборудование, которое надевается на него. Елисей, расскажи про задание квеста. Например, наша точка, на которой я стою, они должны назвать космонавтов и сказать, что сделал этот космонавт. Например, Юрий Гагарин полетел первый в космос, или Терешкова первая женщина в космосе. Есть также, когда точка, где виды с космоса, и нужно назвать страну или какой-то объект. Чем полезен данный квест? Можно узнать больше о космосе, повторяются знания географии, истории, окружающего мира. Во время квеста ребята исследуют объекты Солнечной системы, изучают проекты по строительству лунной базы, а также узнают, как устранить поломку на орбитальной станции. Всего участвует около 60 человек. По окончанию мероприятия ребята получают сертификаты участников квеста. Википедия гласит, что космос – это планеты и звезды, астероиды и кометы. Но для нас это гигантский океан загадок и неизвестных человеку вещей. Лейла Хамидуллина, Ильнар Бигбов, специально для «Горы новостей».